Блондины и брюнеты, высокие и низкие, полные и худые, богатые и бедные. Таких разных людей объединяет и уравнивает то обстоятельство, что в жилах всех из них течет самая обыкновенная, не верьте тем, кто скажет «голубая» кровь, хотя и она бывает разной. Впрочем, объединяет всех жителей планеты не сама кровь, а возможность ею поделиться. Всемирный день донора, отмечаемый 14 июня, появился не так давно. Его учредили год назад организации, выступающие за добровольную безвозмездную сдачу крови. Дата выбрана не случайно. В этот день родился нобелевский лауреат Карл Ландштейнер, открывший систему групп крови. На Нюрнбергской ГРЭС День донора проходит традиционно 2 раза в год. 24 марта сюда вновь приехали специалисты со станции переливания крови. Используя, разумеется, стерильные одноразовые инструменты, провели все необходимые предварительные обследования. Сделали анализы на гепатит и ВИЧ и взяли кровь у всех пожелавших ее сдать. Каждый раз это 30-40 человек, причем и мужчин, и женщин. То есть около 20 литров крови различных групп, даже самых редких. Интересно отметить, что среднее количество доноров в России составляет 14 человек на 1000 населения. А по мировым данным, для самообеспечения больных кровью и ее компонентами необходимо иметь 40-60. Так что энергетики Нерюнгри внесли свою очень даже немалую лепту в создание хорошего банка крови. Примечательно, что и сами медики здравпункта Нюрнбергской ГРЭС вместе с главным врачом Сергеем Гусевым стали донорами. Сегодня мы проводим традиционный, очередной. А почему традиционный? Потому что мы проводим День донора на станции уже более 5 лет и регулярно, 2 раза в год. 35-45 человек у нас сдают кровь. Грубо говоря, мы сдаем кровь 16-20 литров для нужд города, для наших сограждан, для наших детей, родственников, соседей, близких, которые попали в трудную ситуацию, которым требуется срочное вмешательство и кровь. Хочу отметить, что наши работники всегда откликаются на такое мероприятие, идут с энтузиазмом, чувствуют при этом значимость этого момента. В то время как в России все льготы донорам, да и само звание «почетный донор» отменены, на станции администрация предоставляет, помимо денежного вознаграждения, отгул в день сдачи крови, плюс по желанию 1 выходной день или в счет оплачиваемого отпуска. Впрочем, сути происходящего данное обстоятельство не меняет. Доноры – это добровольцы, сдающие свою кровь, чтобы спасти жизнь других. А бесплатно или за вознаграждение не имеет значения. Хочу отметить людей, которые постоянно у нас сдают кровь. Это Саватеев Сергей Анатольевич, УГПМ, Порядкова Ирина Евгеньевна, тоже УГПМ, Медведев Андрей Анатольевич, электроцех, и Хренов Павел Александрович, работает сейчас в Нерюнгри-энергоремонте, который имеет группу крови редкую, 4-ю отрицательную, и который всегда готов сдать кровь для пострадавших и нуждающихся. Есть сведения, что игра под названием «перетягивание палки» существовала давно и была весьма популярна в Англии в XIII-XIV веках. Между тем, для якутян это одно из самых любимых состязаний, которое, впрочем, перешагнуло границы республики. Еще 2 года назад в Москве состоялась учредительная конференция по созданию Российской Федерации масс-рестлинга. По-видимому, перетягивание палки звучит не так благородно. Популяризации этого вида спорта уделяет внимание и наш земляк Николай Колотко, заместитель председателя спорткомитета республики, чемпион Якутии по перетягиванию палки. Возможно, через 3-4 года удастся провести всероссийский турнир. А пока этим и другими видами национального спорта с удовольствием занимаются не только представители коренных народов. Вот и работники Нюрнбергской ГРЭС, открытого акционерного общества Нерюнгри-энергоремонт, Чульманская ТЭЦ, районных тепловых сетей, ведомственной охраны. Всего 30 человек впервые решили испытать себя в этом непростом, как может показаться на первый взгляд, состязании. В актовом зале станции, для этого спорта уместны любые площадки, собрались участники, зрители и судебная коллегия. Главным судьей был мастер спорта СССР Анатолий Леошко, главным консультантом Андрей Индеев. После парадного построения спортсмены на ходу осваивали нехитрые правила. 2 подхода, победитель выходит в следующую подгруппу. Учитывая, что у энергетиков спортивные традиции хорошие, нельзя списывать со счетов и явные недоработки. В частности, отсутствие спортивной формы. Многие участники выходили на площадку в повседневной одежде, в зимней обуви и даже забывали снять наручные часы.
По результатам соревнований, кстати, проходивших в рамках городской спартакиады, в весовой категории до 70 килограмм первое место занял работник Нерингрэнергоремонт Денис Корешков. До 80 килограмм победу одержал представитель ведомственной охраны Юрий Назарчук. В категории свыше 80 килограмм лидером стал тоже работник охраны Алексей Туманов. Между тем, общекомандное первое место завоевала команда электроцеха Нерингренской ГРЭС. Вторыми стали спортсмены ведомственной охраны, третьими – Нерингрэнергоремонта. Непосредственное участие в организации турнира, предоставлении призов приняли профсоюзные комитеты Нерингренской ГРЭС, председатель Константин Фаткулин, и НЭР, председатель Людмила Маркина. Перефразируем известную поговорку «Скажи мне, кто твой директор, и я скажу, кто ты». Руководители двух предприятий, Олег Тарасов и Михаил Деревяшкин, что называется, действующие спортсмены. Отсюда их отношение к спорту в трудовых коллективах и поощрение всех начинаний в этом направлении. Возможно, недалек тот день, когда энергетики, которые по праву славятся своими спортивными традициями и достижениями, будут и по перетягиванию палки впереди планеты всей. Районные соревнования отцов, прошедшие 26 марта на реке Чульман, четвертые по счету. Посвящены они были не только Республиканскому дню отца, но и 60-летию Победы. В соревнованиях приняли участие 27 команд города, поселков Беркакит, Серебряный Бор, Чульман, села Иенгра. Из них 3 команды – представители Нерингренской ГРЭС. Каждая команда – это отец, сын и, конечно, мощная группа поддержки. Первый конкурс – самый простой – визитная карточка. Дальше сложнее. Задания, которые предстояло выполнить, трудно назвать привычными. Прорубание проруби, распиливание бревна, стрельба из мелкокалиберной винтовки, национальные прыжки куабах, комбинированная эстафета. В результате первое и второе места достались энергетикам. Более того, даже третья команда Нерингренской ГРЭС, Баклановый Юрий, работник котлотурбинного цеха, и сын Александр, хоть и не стала призером, но попала в десятку лучших. Вторыми, обойдя команду АТА, стали Михайлины Олег, начальник смены ТТЦ, и сын Михаил. Они принимали участие в этих соревнованиях уже в 3-й раз. А победа досталась тоже не новичкам – Захаровым Олегу, машинист бульдозера ТТЦ, и сыну Евгению. Кстати, семья Захаровых, в ней 3 детей, участвовала в конкурсе «Семья года-2004» и заняла 3-е место в своей подгруппе. 2-3 апреля обе семьи-победители примут участие в республиканских соревнованиях отцов и сыновей в селе Мугудай Чурапчинского улуса.